7 апреля 1960 года не стало Дмитрия Гулия, народного поэта Абхазии. Писатель Константин Симонов в статье для литературной газеты писал: «Это удивительная жизнь мальчика из абхазской деревни, молодого сельского учителя, ставшего сначала великим просветителем своего маленького народа, а потом писателем и поэтом, известным в громадной 200-миллионной стране. Такая жизнь, конечно, граничит с подвигом, а, быть может, и является им». 7 апреля 1967 года у здания Абхазского обкома партии состоялся митинг. Выход в свет трудов тбилисского академика Бердзинишвили и арест 3 представителей абхазского национального движения в Гагре стали поводом для выражения протеста. Затем участники митинга переместились в здание филармонии и не расходились до 11 апреля. Участники акции протеста подготовили письмо на имя генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева с требованием решения политических, экономических и культурных проблем Абхазии. 7 апреля 1974 года «Золотой павлин» достался заслуженному этнографическому ансамблю песни и танца долгожителей Абхазии «Нарта». «Золотой павлин» – высшая награда международного фольклорного конкурса с одноименным названием в Венгрии. Единственный в мире этнографический ансамбль долгожителей был организован Иваном Кортуа, заслуженным деятелем культуры Абхазии, в 1948 году. На фестиваль в Будапешт поехали 12 участников ансамбля. Абхазские старики исполнили 2 народные песни «Озбак» и «Свадебную», а также танцы. Многим его участникам было за 80. Это Силах Будба, Маадан Сакания, Тараш Итандел Джопуа, Таркук Ласурия, Махты Таркил, Тимур Ванача, Синат Джения и другие. Художественным руководителем ансамбля долгожителей Нарта был Константин Чингелия. Став лауреатом международного конкурса, ансамбль дал еще 7 концертов в разных городах Венгрии, в том числе и в советских воинских частях. О них писали в газетах, показывали по телевидению. Об успехе этого уникального ансамбля знала вся страна. По возвращении Нарта из Венгрии ансамблю присвоили звание народного. 7 апреля 1993 года Московский городской совет народных депутатов обратился в Верховный Совет. В обращении содержалась просьба рассмотреть вопрос об экономических и политических санкциях против Грузии на срок, в течение которого эта страна ведет боевые действия на территории Абхазии. 7 апреля 2003 года из изолятора временного содержания МВД совершили побег 9 особо опасных преступников. Премьер-министр Геннадий Гагулия расценил факт побега заключенных из изолятора временного содержания МВД как, далее цитата, «желание некоторых дестабилизировать обстановку в республике». В заявлении МВД отмечалось, что найдутся и такие, кто может использовать эти обстоятельства в сиюминутных политических целях. В этот же день правительство Абхазии в полном составе обратилось к президенту Владиславу Ардзинба с просьбой об отставке. 7 апреля 2011 года президент Сергей Багапш с 4-дневным визитом отбыл в Турецкую республику. Основная часть визита прошла в Стамбуле и других регионах, где компактно проживает абхазская и черкесская диаспоры. 7 апреля 1925 года родилась Капиталина Тарнава, заслуженный учитель Абхазии. Более 25 лет заведовала методическим кабинетом Гудаутского РАНО, входила в Совет Министерства просвещения по составлению программ по русскому языку и литературе для абхазских школ. За заслуги в учебно-воспитательной работе Тарнава награждена орденами Трудового Красного Знамени и Октябрьской революции. 7 апреля 1926 года родился Калистрат Вардания, кандидат биологических наук, выпускник Новочеркасского сельскохозяйственного института, был главным агрономом самого крупного совхоза Ростовской области. Затем вернулся в Абхазию, работал на Сухумской опытной станции Всесоюзного исследовательского института растениеводства. Основной объект исследований ученого – соя, ценнейшая зернобобовая культура. Калистрат Вардания работал директором Адзюбжинского овощеводческого совхоза, был старшим научным сотрудником отдела дендрологии Сухумского ботанического сада. Он автор более 90 монографий и научных статей. Калистрат Вардания – активный участник национально-освободительного движения, был членом Народного форума Айтгалара.
7 апреля 1946 года родился Аполлон Шинкба, герой Абхазии. Защитил диссертацию на ученую степень кандидата исторических наук по теме «Система родства народов Кавказа». Перед войной Аполлон Шинкба был командиром резервного батальона. С началом войны стал командиром Эшерского батальона Гумистинского оборонительного рубежа, потом начальником штаба Восточного фронта, затем начальником штаба Гумистинского фронта. Шинкба участвовал в январской, мартовской, июльской и сентябрьской наступательных операциях. После войны Аполлон Шинкба принимал участие в майской операции в Гальском районе, антитеррористической операции в Кадорском ущелье в должности начальника штаба Северной группы войск. Работал председателем Госкомитета Республики Абхазия по репатриации, служил заместителем начальника Генштаба Министерства обороны Республики Абхазия, начальником разведуправления. Уволился из Вооруженных сил Республики Абхазия в 2007 в звании полковника. За последние 10 лет в день 7 апреля самая высокая температура была зафиксирована в 2013 году. Это 19 градусов. Самая же низкая в 2011 – 6 градусов.